В ночь с субботы на воскресенье в селе Речь Тхуарчалского района произошел сильнейший оползень. В результате происшествия была полностью смыта часть дороги, ведущая к центральному водоводу, а также повреждены трубы для подачи питьевой воды диаметром 700 и 500. Это вызвало серьезные перебои в водоснабжении в ряде населенных пунктов, включая город Гал. Уже утром на место происшествия прибыли представители Управления городского хозяйства Галской администрации. Специалисты провели первичный осмотр повреждений. Был оперативно разработан план первоочередных действий по экстренной ликвидации последствий аварии и восстановлению подачи воды. Вернувшись из рабочей командировки 24 сентября, глава администрации Галского района Константин Пиля в первую очередь посетил аварийный участок. Он оценил масштаб разрушений и принял участие в координации дальнейших работ. Совместно с сотрудниками Управления городского хозяйства и Управления капитального строительства республики по поручению президента Абхазии Бадры Кунба в срочном порядке были проведены аварийно-восстановительные мероприятия. Да, я был в командировке 20-21 числа. В Москве проходила Ассамблея народов мира. Был презентован ряд проектов. Проект был о большом детском образовательном лагере на нашем Гальском водохранилище. На 500 детей одновременно. Киноцентр, киностудия, как туристический объект отдельно. Плюс еще, чтобы там можно было заниматься и такими видами спорта, как футбол, волейбол, водным видом спорта. Очень большой проект, презентовали это на ассамблее. Я там выступал. Вот сегодня буквально утром я вернулся на поезде и сразу приехали сюда. Здесь у нас пытаемся сегодня восстановить воду. Вы, как знаете, несколько дней после больших селей. И вот это, что прошел у нас вот такой ливень большой, сошла часть горы, выбила у нас 500-ную трубу. Сейчас пытаемся переключить на трубу 700 диаметром. Сейчас ее перевариваем, будем думать о опорах. Это будет временная мера, чтобы город и район не оставить без воды. Далее нам государство обещает помочь, что нужно ввести еще и взрывные работы надо проводить, потому что даже дорогу смыло, и мы не можем подойти к нашему головному сооружению. Сейчас у нас и УКС тут по распоряжению премьер-министра пристани, и Бадра Зурабович мне набирал, насколько быстро мы сможем восстановить воду. Вот сегодня ребята будут работать допоздна. Я думаю, сегодня вот до ночи все-таки воду запустим. Но пока отсюда войдет вода до города, часа 4 должна пройти. И я людей прошу понять, мы делаем все возможное, чтобы вода поступила в город. Да, в районе больницы со скважины погрануправление тоже подало свою воду, там они со скважины пользуются, так чтобы население могло помочь. Так что все другу помогают. И огромное спасибо всем. В кратчайшие сроки специалисты организовали соединение двух водопроводных труб, как временную меру. Это позволило в максимально сжатые сроки частично восстановить подачу воды. Уже утром 25 сентября в кранах жителей Гала вновь появилась питьевая вода. Особо стоит отметить, что в период отсутствия водоснабжения на помощь населению незамедлительно пришли пограничное управление ФСП России в Абхазии, сотрудники МЧС и Управления городского хозяйства, а также Ингургэс. Они организовали доставку воды и оказали необходимую поддержку жителям. Оперативность и самоотверженность сотрудников этих ведомств позволили минимизировать последствия аварии. Рада Цулукия, Борис Цацуа, Гал, Медиа.